Так. Здравствуйте. Или ну здравствуйте. Сейчас, подожди, я соберусь с мыслью. Тут еще дорога вот кривая. Ну остановись уже. Не, поехали. Начни с дороги, что ли? Тогда. Здравствуйте, зрители моего канала. Вот очередная наша поездка. Она, правда, у нас идет немножко не по плану. Мы хотели поехать в одно место, но получилось другое, по независимым от нас обстоятельствам. Сейчас мы направляемся на перевал Бами-Сайван. Очень интересный, красивый перевал с серпантином, с обрывами. Оттуда за перевалом будет поселок Бендесен. Там есть старая крепость с сохранившимися башнями. Вот следующий пункт нашей остановки будет там. А сейчас, пока мы будем вот выезжать на перевал по этой красивой извилистой горной дороге. Сейчас вы ее оцените, посмотрите. Как всегда, мы не знаем, где закончится наша поездка. Она у нас по ходу меняется в пути. Ну а пока полюбуйтесь красотами нашего Капитага весеннего. Вот такая вот красивая, интересная, живописная дорога у нас выходит на перевал Бами-Сайван. Сегодня у нас колонна состоит из 3 машин. Не так, как в прошлый раз у нас было куча. Сегодня нас немножко поменьше. Погода хмурая. Да, погодка нас балует, слава богу, а то в это время обычно у нас уже жара стоит. В этом году сейчас на улице где-то градусов 16 температура. Просто праздник какой-то для Туркмении. Асфальт здесь положили недавно, года 3 назад. Здесь раньше была узкая проселочная дорога, местами размытая. Да, могли проехать только или полноприводные машины, или большие, типа ГАЗ-53. Вот слева родничок под старой ивой. Ручей пошел. Когда это года 3-4 назад, да, у нас программа началась, вот эти дороги стали делать к дальним поселкам. И вот у нас вот к дальним поселкам в горах вот такие дороги стали хорошие делать. Асфальт проложили, расширили. Раньше фуры туда даже не сувались, теперь и фуры могут проехать по этим дорогам. Сейчас поднимемся до тумана. Вот наша первая остановочка возле такого небольшого красивого ущелья, ручья. Я равно хотел да. На начало. Там качары, я знаю, дальше. Да. Да. О. В этом году воды очень много у нас. Там водопад еще наверху 3-метровый есть. Но мы
мы сейчас туда не полезем. Хотя можно. Я вот отсюда дальше кстати. Там дальше 3-метровый водопад. Ну, Наташа тогда здесь фотографироваться. Не знаю. Вот такое симпатичное местечко. Сюда, правда, приезжает много народу сюда. Нет, сюда уже не пускают люди. Приезжают. Вон мусора сколько. Ну, мусора много, да, будет сюда. Да. Тут один небольшой водопадик, там дальше второй. А вообще этот ручей вытекает из Кяриза. Что, едем смотреть? Кяриз едем смотреть? Ну, сейчас поедем посмотрим, откуда вытекает эта вода. День была жарко, а потом отправили. Улыбнитесь, мальчики. Апанасий. Вот сейчас мы подъехали к Кяризам, откуда этот ручей вытекает. Сейчас мы вам покажем. Вот. Как видите, русло из ущелья абсолютно пустое, никакой воды. Сейчас мы вам покажем, откуда вытекает этот ручей. Мама, иди здесь, ори. Тот красивее, здесь бетонка сделана, там из камней сделан. Вот здесь начинается вот система Кяризов. Здесь ее видно, не только слышно. И вот так вот они идут Здесь рыба есть? вдоль. Их здесь несколько штук таких. Дима, рыба обострется. Вот следующий Кяриз. Вот такой вот. Вот там туннель под землей. И вот эти колоссы соединены этим туннелем. Сейчас увидим, где этот выход. Ну вот, мы подошли к туннелю, откуда вытекает Что там, Димыч? эта вода. Рыба есть? Рыба есть, нету. Ну, говорит, нету стадиона. Спокойно, просто. Здесь даже вот этот... Это был мой след. Этот промыл был, а они его залили вот этот бетон. Все залиты в Кяризе, вот оттуда, и там где-то собирается вода. Это у нас такой современный Кяриз. Они их засыпали потом. Не засыпали они? И вот ручей пошел дальше. В ущелье, который мы только что подъезжали. Вот откуда
начинается этот ручей. Едем дальше. Сейчас мы выезжаем на крепость. Следующая точка нашего путешествия. На перевале Туман. Сейчас мы там будем проезжать. Здесь в этом районе, недалеко от дороги, есть домусульманское кладбище. Сколько ему лет? Я не знаю. Как-нибудь заедем, сделаю сюжетик, покажу. Подъезжаем к перевалу. Сейчас будем выходить на серпантин. Вот наш туман, который мы снизу видели. Включаем габариты, противотуманочки, чтобы нас было видно на дороге, да? Да, к сожалению, мы не сможем посмотреть красоту этого серпантина и перевала, потому что все в сплошном тумане будет. Вот они пошли зигзаги. Оползень был, опасный. Быстро ехать не будем, потому что не видно низги, не крути мне, говорит, мозги, да. 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 Можно даже не снимать. Да, можно. Можно только говорить. Ну давайте хоть поговорим, да, тогда. Не, пускай сейчас, надеюсь, выйдем с тумана. Да, дорогу здесь же расширили совсем недавно. Да, года 3 назад расширили дорогу. Хорошо, квартиру построили. Наши 2 машины разъедутся. У меня есть снимок на канале, можно найти. Я еще на старой машине ездил. И мы здесь по старой дороге, еще узкой, в снег выезжали. Так что там красота неописуемая. Не помню, как сюжет называется, но где-то там его найти можно. Как говорится, погода хмурня, да? Все, вниз пошла дорога. Да, вот все, мы начинаем с перевала съезжать, дорога вниз пошла. Ну вот, спускаемся с перевала, туман уже ушел. Снова пошел асфальт, еще старый, советский. Ему уже, наверное, лет 70, а в идеальном состоянии. Да, сейчас спускаемся к поселку Бендесен. Оттуда мы уезжаем на развалины и святое место. Ну а потом дальше по ходу. Куда как попадем, туда попадем. Проехали мы поселок Бендесен. Ну, поселок. Наши поселки вы уже видели много раз, они все друг на друга похожи. И сейчас мы поднимаемся в горы. Вот такой тут у нас симпатичный, красивый райончик. С остатками Да, асфальта. сейчас эта дорога ведет на старое городище, крепость. Там же святое место, родничок. Ну, сейчас доедем, сами все увидите, постараюсь я это дело вам показать. А сейчас пока немножко, тут, правда, дорога не очень ровная, но места красивые.
когда я искал эту крепость, я туда попал нечаянно. Говендер Баба. Вот он. Вот он как называется. Говендер Баба. Это святое место. Сломаешь. Да. А мы немножко дальше проезжаем. На следующее. Там как шею сломать. Стакан кормит. Такую закуску бросает. Издевай. Вот рядом с вами шарик. Вот рядом с вами шарик. Вот подъехали мы к развалинам старой крепости. Крепость называется Багир-Шах-Кала. Вот тут небольшие остались строения, башни. Сейчас вовнутрь зайдем, посмотрим. Вот так эта башня, одна из башен, вернее, выглядит вблизи. Я уже выпил. Он сказал, может. Осторожно, там черепаха не наступит. Где черепаха? А, ну ладно. Вот она такая, получается, многоярусная. Вот первый ярус. И наверху еще один ярус. Как туда забирались, видно, какая-то лестница была. Вот тут, вот так вот она выглядит изнутри. Мы видели развалины таких башен, но они были полностью разрушены. А это вот еще осталось. Перекрытие сделано из стволов арчи. Кроме тебя здесь больше нет. Опа. Пойдем пройдем дальше, посмотрим. Вот стена, около 3 метров высоты осталась. Может, была выше. Сейчас пройдем вдоль стены, посмотрим. Вдоль стены до следующей башни. О, лопаты лежат. Вот тоже башня многоярусная. О, здесь целый дом какой-то. Или большая башня была. Вот, это совсем разрушилось. Развалилась башенка. Она тоже такая же была, многоярусная. Развалилась, кстати, недавно. Пару лет назад, когда мы здесь были последний раз, она еще стояла. Ну, судя по всему, смотри, все повело. Скоро она тоже грохнется. Вот такая вот интересная достопримечательность у нас здесь в горах есть.
вот ее, в принципе, полностью периметр этой крепости. И вот в таком красивейшем живописном районе находится. Ну, там родник под горой. Еще какие-то развалины. Вот такая вот красота. И на территории, рядом с крепостью расположено вот мусульманское кладбище. Вот такой вот интересный исторический объект у нас здесь в горах. До конца еще не развалился. Все, сейчас мы его осмотрели. Через перевал уходим в Сумбарскую долину. А там дальше посмотрим, куда нас приведет дорога. Вот дорога к нашему ночлегу пролегает через поселок Марат. Поселок Марат расположился в речной долине. У них главная дорога проходит прямо по руслу реки. Вот сейчас мы и посмотрим этот красивый, зеленый, уютный поселок. Только не жуть, когда говорите, да? Развилок нет. Да. Поселок довольно-таки большой, но он вытянутый в такую сосиску вдоль ущелья. Здесь и школа есть, и магазины, и клуб, и газ, и электричество. То есть вот такой довольно-таки вот магазин на горе наверху, беленький, да, в котором, в общем-то, все есть. Даже открыто. Это вот наша центральная улица, как я уже упоминал, идет прямо по реке. Течет и течет. Салам алейкум. Так, где мой друг живет? Дальше, по-моему, да? Да. Да. Вот его дорожка. Вот его дом. Сейчас мы вот к нашему знакомому заедем, поздоровкаемся и дальше поедем. Помню, у него же Да, у нас вишня тогда угощал. яблоки еще, вишни. Аман Назар. Все немножко другой был. Размыл, да? Пойдем посмотрим. Вот мы подъехали к дому нашего очень хорошего знакомого, Аман Назар, да. Мы когда приезжаем мимо, всегда заходим поздороваться к нему. Сейчас посмотрим, дома, не дома. Он Вырезать будет. посаламкаемся и дальше поедем. Поворачивайся, он вырежет это. Да? Поворачивайся. Аман Назар! Аман Назар! Аман Назар! О, здравствуйте. Аман Назар, бар mı? Nerede?
Где-то здесь, на территории дома. Это его невестка, да. Дома, здесь он где-то на территории. Сейчас домочадцы найдут его. Ну, сейчас время же огородов. Там прополоть, выдрать. Да. Шхамат с подарочком. Да, мы когда проезжаем мимо своих друзей, всегда держи выше, а то он это схватит. Он молодец. Всегда заезжаем к своим знакомым, друзьям, поздороваться. Для них это огромное значение имеет. Вот для наших людей, кто здесь живет. Особенно они очень рады, когда к ним гости приезжают, много гостей. Да. Вот. Только повыше хлеб держат, то этот красавец. Ему на один укус твой чурек. Да? Красивый? А, красивый. Красивый, не хочу руки об тебя пачкать. Ты весь блохастый. Да. Он экологически чистый. Блохи тоже? А мы приехали, черт знает откуда. Блохи Сейчас тоже экологически занесем чистые? заразу на такую собаку чистую. Вот он идет, наш друг. Ассаламу алейкум. Саша, Как Саша? отлично. Велик салам. Olmaz, kalkma. Olmaz. Olmaz. Gelin bakalım. Ne benim? Ha, o ortamda da. Не обижайся, сегодня в гости не зайдем. 2 минуты, хорошо? На Дашу куда ехать? Хатакова. Это недалеко. Мы тебе специально вот приеду, специально, вот с ночевкой даже. Когда? В мае. В этом году. В этом году. Май приедем, да. Просто. Май, июнь, ну. Нет, не за вишней приеду, а просто тебе в гости приеду. Лично. Нас сегодня, видишь, как много, да? У нас всегда много, да. Да, хорошо, это когда? Много. Да. Посидим, покушаем, потом пойдем. Не успеем. Большое спасибо. Мы не успеем У просто. нас одна ночевка сегодня. Еще, да. Ребят, поздоровайтесь, познакомьтесь. Это мой друг Аман Назар. Как у вас дела? Я есть, да, мы У меня нет уже фотки, я же говорю тебе. У меня осталась фотка, где ты возле этой арчи стоишь. Здорово, Арча. Компания. Да, такая. А мы хотели вон Кизларват, Парол Биби, а там закрыто. Не пустили нас. Парол Биби хотели, не пустили нас. Это хорошо. Да. Потому что меня видели, Стало. вы пойдете туда, да. Я знаю, почему дорогу закрыли. Чтобы мы к тебе заехали. Жив, здоров, главное. Дети, внуки. Смотри, какой здоровый. Это самое главное. Я потом расскажу, как мы познакомились. И как твой сын даже нас притащил. Помнишь, да? Да, Я кошатница. Мы тогда еще приехали, ты нас затащил, накормил. Вот так бы. А я вообще животных люблю. Я уважаю собак. Людей это очень. Не, животных я Просто не успеем, да? Я понимаю. Там, без обид, без обид. Сам знаешь, когда время есть, мы всегда останавливаемся, покушаем, посидим, поговорим, новости расскажем, сплетни послушаем. Я просто вот Дорогой, иди сюда, зачем обижаешь? Не уважаешь, да? Не уважаешь? Это у вас должен быть ураза. Как дела, как самочувствие? Алавай, алавай.
все, тогда мы поедем с твоего разрешения. Времени мало, честно. Я никогда не обманываю. Пока сюда доехали, еще ехать. Да, специально приеду. С ночевкой останемся, погуляем, да. Внуки твои здесь всегда, правильно? Игорь, бабу, Да. Вот здесь сидели. Забыл, что ли? Да? 2 года прошло. Видишь, как раз. Два года назад мы тогда приезжали. Да, в том году мы не приезжали. В том году весна, дождей много было, мы в том году не приезжали. Ben tanımadım ama yani yol geçip böyle ülkede o yol. За 2 года меняется, да, вот речка. Ты же тогда в магазине, мы тогда заехали в магазин, нам хлеб нужен был, да? Да. Хлеба нет, он стоит, говорит, поехали, говорит, у меня хлеб есть, да, дома, да. Короче, и хлебом, и обедом всем накормили, да, и познакомились вот с таким хорошим другом. Все, мы тогда поехали, ребят, давай. Все, поехали. Я до Каменского пошел. Ну давай иди его, за все. Все, есть. Давай. Ну все, заехали в гости. Люди очень обрадовались. Оставляли, как всегда, на обед. Но у нас, да, к сожалению, времени у нас мало сегодня, да. Нам еще где-то часа полтора-два ехать, а уже 5 часов. Так что мы в следующий раз обязательно к ним с ночевочкой заедем. У него шикарный вишневый сад большой. Можно в саду заночевать. Да. Правда, не разрешат. Ну а сейчас пока вот мы снова едем по центральной улице поселка. Детки в школу. Школьники со школы идут, да. Сегодня суббота. Смотри, как гребичью, да, цветет? Да. Красный, красиво. Я же тебе еще тогда сказал при въезде. Мороз дал, он гребищ. Вот как сами видите, по центральной улице везде река течет. Ну, река это громко, да, я сказал? Ручей. По нашим меркам река. Каждый до своего дома, каждый день вот так. А что тут расстояние у них небольшое? Нет, Дима догонит, что тут одна дорога. Возле Сайвана подожди. Да нет, раньше подожди. Сейчас выезжает Дуга на спасу. О, смотри, соседи тоже речку течет. В этом ручье рыба есть, крабы есть. Экологически чисто. Да. Здесь с каждого ущелья ручеек вытекает. То есть это очень такой обводненный район. Без воды тут не останешься. Вот, а впереди тоже есть памятник, так скажем. Машина едет сзади? Да, памятник природного катаклизма. По весне, когда здесь сходит сели, это ущелье полностью перекрывается водой. И вот впереди остатки автобуса, который как раз таки попал под этот сель. Замес. Да, и его просто как через мясорубку пропустило. На пазик похоже, да? Это не пазик, это лаз старый. Тут таких, кстати, памятников несколько штук. Еще где-то бульдозер тоже есть, под замес попал. Его также крутануло. И пазик где-то тоже лежит такой же весь, искороженный потоком воды. А как тут рыба водится, если ты едешь по этой? Ну, ты же не везде ездишь. А где глубина живет, так Да, давайте. Которую не задавили, та и водится, да? Она между колесами шмык-шмык. Да. Да тут одна дорога. С поселка мы выехали. Вот
Вот по ущелью. Вот здесь такие вот ворота. Центральный вход. Самое узкое место этого ущелья. Вот здесь же проходит и дорога. Отсюда дорога выходит и на Сайван. Вот сейчас мы немножко по речке и на перевал. Вот так выглядит въезд в это ущелье, где расположен поселок Марат. И где живет наш приятель Аман Назар, к которому мы заезжали в гости. А вот и наши машины подтягиваются, остальные. Все, едем дальше до Сайвана. Вот, а вот и наши остальные машины подъехали. Да, с ветерком с такой. Ага, дальше ветерок уже заканчивается. Следующий. Следующий. О. Следующий. Едем дальше. Выехали мы из долины поселка Марат. Вот это ущелье впереди вдалеке, где находится этот поселок. А это вот под нами долина Сайван. Сейчас выше на хребет поднимемся. Оттуда хорошо видно. А вот вам альпийские луга с коровками. Вот. А вот вам такой пейзаж. Ничего не напоминает? Да-да-да-да-да-да. Кто у нас там был? Windows XP, да? О, Игорь как всегда. Это снималось в Туркмении. Да, Игорь как всегда не удержался. Где-то ты держишься. Да, это точно. Так, что-то одна машина у нас задерживается. Исчезла из вида. Что, давайте это, хороший. Ура! А, ну вот. Водитель пусть отойдет в сторону, не дышит. За высоту. Раз. Нет, день туриста. За день туриста, а водитель пусть в сторону уходит. За высоту. Как последний раз эта традиция? Помнишь, когда мы все вместе собираемся куда-нибудь уезжаем, у нас день туриста. Все, давай за день туриста. Ну забыли уточнить, когда это праздник. Проблем нет. Уточнить забыли, когда этот день наступает. Приходится каждый день пить, чтобы не пропустить его. Я никогда не поверю, что каждый день. Я поняла. Они уже выпили. Уже просто все привыкли, что мы пьем. Спустились мы с перевала в Сумбарскую долину, выехали на трассу, подъехали к речке, а по реке идет сель. Вот, посмотрите, по реке идет сель. Где-то там высоко в горах идет дождь. И такой небольшой ручей превращается в вот такую бурлящую реку. Селевой поток идет по реке. Подъехали к реке, и теперь будем по селю переезжать. Давай, первый пошел.
Дякую, держи. Снимаешь? Да? Что он делает? Ой, ой, Зачем? Он прикалывается. Кайфует. Зачем? Зараза. Прикалывается. Он сейчас нам все раскопает, приколист. Хватит, да? Он позирует же. Ну, Ну, левее тогда брать надо. Ну вы все видели, да? Да. Ему делать нечего, он решил поприкалываться. Помыть машину. Вот он. Второй пошел. Надеюсь, этот не будет прикалываться. Поскромнее, да? Да. Ох, нифига себе там. Этот не будет прикалываться. Да, там вообще. Ну на, держи наш черед. Окна закройте. Надели все сапоги? Ага. Так, пристегнулись? Поехали. И все, что ли? Да. А что-то и не видно было брызги даже? А где? Брызги? А, вон, у Димы брызги. Мы у него возьмем. Так, ну все, мы приехали в поселок Дуз-ДП. Сейчас выезжаем на перевал. Давайте немножко поселок тоже посмотрим. Переправа удачно. Думали, будет глубже, оказалось не очень. Это поселок Поселок, а там вот точно кладбище какое-то. Дуз-ДП. Это, да, это кладбище на склоне. Даже надо сказать, ходишь, вальсировал, он шикарно. Молодец. Что делал? Вальсировал на воде. Это большой или маленький? Что большой или маленький? За рулем был. Маленький, большой. Ой, а тут Так. уж они не глупые. Так не делает. Салам алейкум. Раз и сиранул в окошко. Дриснуло. Что вокруг? Сирануло. А вот здесь вот хитрый поворот. Вот он. Давайте здесь поэтому. Не, по-любому их здесь ждать. Я говорю, хитрый поворот. Интересно, да, живут? Здесь же и мусор. Как живут? Как живут? А что такое? Ты корова Ишак? поздоровалась. Или как? Щек. Ищек. На, это, покажи это. Да, да. А, давай с окна. Вот так вот выглядит Горный поселок. горный поселок, да, далеко-далеко, высоко в горах. Давайте я Сашу Лоснякову уберу, а то меня потом не пропустит ID YouTube. Так, сейчас наши должны подъехать. Вон едут. А вот так вот выглядит современный поселок. Вместо речки. Да. Дрова на шашлык. Фу, на шашлык, на тамдыр. Где шашлыки делают, но редко. Люди гуляют, вечерняя прогулка. Подъехали, нет? Он немножко достал своим этим сигналом, честно говоря. Вот собак. Ему сказали сигналь по делу. Зачем просто так трезвонить? Шули, салам алейкум. Здравствуйте. Пропусти его, пошли.
ну, как это называется, хотя бы уважение, что ли, порядок. Вот что он сейчас этому деду посигналил? Нахрена? Да, они в поселке все друг друга знают, поэтому всегда здороваются тут. У них в привычку это вошло, потому что с незнакомым все равно здороваются. Вот пора. Проходили всегда знаку здоровались. Да мы уже знакомые. Вот, мы, правда, через поселок чуть-чуть проехали. Потому что нам сам поселок не нужен, нам нужен сейчас серпантин. И горная трасса, да. Опять? В смысле опять? Ну, а куда деваться? Подниматься, потом резко спуститься. Потом. Пошел, потом. Остановиться, Саша, остановиться. Чего он хочет? Не знаю, остановиться. Ну, тут небольшой оползень случился, да, и вот такая вот фигня. Это заграда от коронавируса. Где, Заград, где Дима? преград. Да уже все проехали, поехали. Только пускай или на понижайке, Потихоньку, Дима. пускай угол оттуда возьмет больше. Туда, бери. Туда угол будет больше возьмет. Пониженный, пути пониженный. Пониженно, чтобы не газовать. Дима, пониженный. Ближе к включи бугру первую. возьми, бугру. Дима, пониженную первую включи, стой, держи машину. Пониженную первую потихоньку, чтобы ехал. Есть, здесь вон По бугру проедь, прям по бугру. Паша, сядь ты за руль, если он это, опасается. И стой, правее, стой, стой! Дима, Дима, стой! Дима, Ветька, сюда смотри со своей стороны, езжай. А, цепану больше. Че дорогу сломал? Я нашу подложку посмотрел. за коронавирус поставил. Ну все, едем дальше.